Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. 9 июня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, заложил первый камень строительства комплекса IT-хаб Душанбе в районе Исмули-Сомони, столицы. Также председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, ввел в эксплуатацию новое здание Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана, расположенное в академическом городке Академии наук Таджикистана в районе Шохмансур города Душанбе. Данное здание состоит из 6 этажей и подвального помещения и рассчитано на 150 научных сотрудников. 9 июня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, заложил фундамент нового комплекса IT-хаб Душанбе в районе Исмули-Сомони, столицы. В ходе ознакомления с проектом было отмечено, что комплекс IT-хаб Душанбе будет включать в себя IT-школу, IT-парк, Центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Реализация данного проекта является логическим продолжением созидательной политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на развитие цифровой экономики, внедрение современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Проект закладывает прочную основу для создания новой инновационной и цифровой среды в стране. Одним из ключевых объектов комплекса станет Душанбинская IT-школа, которая будет функционировать как современное образовательное учреждение по подготовке конкурентоспособных специалистов в сфере цифровых технологий. Здание школы будет состоять из 10 этажей и отвечать современным международным требованиям. Другой важной частью комплекса станет Душанбинский IT-парк, который призван стать центром развития цифрового предпринимательства и стартап-экосистемы Таджикистана. Объект будет размещен в современном 13-этажном здании общей площадью более 11 500 квадратных метров. Крупнейшим объектом комплекса станет IT-бизнес-центр, который будет выполнять функции корпоративного центра для ведущих отечественных и международных технологических компаний и организаций. Центр разместится в современной 23-этажном здании общей площадью свыше 21 600 квадратных метров. Особое значение имеет создание в составе комплекса регионального центра искусственного интеллекта в Душанбе. Общая площадь центра составит более 10 тысяч квадратных метров. Было подчеркнуто, что проект IT-хаб Душанбе является не просто строительным комплексом, а национальной платформой для развития цифровой экономики, инноваций и передовых технологий. Его реализация создаст реальные условия для развития человеческого капитала, привлечения иностранных инвестиций, создания тысяч новых рабочих мест, расширения экоспорта, цифровых услуг и формирования благоприятной среды для технологического предпринимательства. Также в этот день председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, торжественно открыл новое здание Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, расположенное на территории академического городка Национальной академии наук Таджикистана в районе Шохмансур города Душанбе. В ходе ознакомления было сообщено, что новое здание состоит из 6 этажей и подвального помещения и рассчитано на размещение 150 научных сотрудников. В здании созданы современные условия для научной и исследовательской деятельности. Здесь расположены административные кабинеты, профильные отделы института, рабочие кабинеты научных сотрудников, центры зеленой и цифровой экономики, зал ученого совета, а также учебные аудитории, оснащенные современным инновационным оборудованием для подготовки научных кадров уровня магистратуры, докторантуры и аспирантуры. В общей сложности в здании размещены 51 рабочий кабинет, конференц-зал на 110 мест, столовая на 90 мест, библиотека с читательным залом на 50 человек, медицинский кабинет и другие необходимые помещения. Отмечалось, что открытие нового современного здания Института экономики и демографии является достойным подарком научному сообществу страны в преддверии празднования Дня национального единства и 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, призвал ученых, специалистов, исследователей и молодых научных работников эффективно использовать созданные условия и возможности, направив свои знания и потенциал на развитие отечественной науки. В свою очередь, представители научного сообщества выразили благодарность за постоянную поддержку науки и образования со стороны высшего руководства страны и руководства столицы. Завершив
завершение ознакомления уважаемый Рустам Эмомали высоко оценил качество строительных работ, уровень оснащения новых центров Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана современным оборудованием и дал конкретные рекомендации по эффективному использованию созданной инфраструктуры для дальнейшего развития таджикской науки и достойного представления достижений отечественных ученых на международной арене. Работа по благоустройству продолжается в микрорайонах и махалях столицы на должном уровне. В преддверии достойной встречи 35-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан ремонт дорог в районах города Душанбе обрел новый размах и темп. Мои коллеги наблюдали за тем, как ведутся работы по благоустройству в районе Фердовси. Созидательные инициативы и мероприятия по благоустройству ведутся в столице на необходимом уровне. Накануне празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в махале Гульпарвар района Фердовси столицы расширили мероприятия, направленные на благоустройство. В том числе по инициативе жителей и предпринимателей при поддержке исполнительного органа государственной власти района Фердовси начат ремонт дорог и асфальтирование улиц в махале. Ответственные лица говорят, что целью реализации данной инициативы является улучшение инфраструктуры махале, создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов, а также вклад в благоустройство территорий встречи великого национального праздника. Жители отмечают, что они очень рады началу таких благоустроительных работ. Дороги махале нуждались в ремонте долгие годы, и сегодня этот вопрос решается благодаря поддержке местных властей и вкладу в предпринимателей и жителей. По словам ответственных лиц, дорожные работы ведутся согласно плану. И в рамках подготовки к 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан в махале будут реализованы еще ряд благоустроительных мероприятий. Следует также отметить, что участие жителей и предпринимателей в благоустройстве махале является ярким примером сотрудничества общества и местных органов власти и способствует дальнейшему улучшению инфраструктуры и процветанию столицы. Именно поэтому подобные инициативы реализуются на большинстве улиц махале Гульпарвар района Фердовси. Следует также отметить, что в настоящее время в городе Душанбе подъем темпов благоустроительных и созидательных работ на основе прямых поручений лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона и эффективных мер председателя города Душанбе уважаемого Рустама Эмомали в различных объектах продолжаются в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В осуществлении данного процесса жители также не остаются в стороне и постоянно проявляют активность. Мы продолжаем программу. Представители посольства Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике 5 июня в Баку приняли участие в 14-м международном культурном фестивале, организованном по инициативе университета АДА. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике, целью фестиваля было знакомство участников с историей, культурой, искусством и национальной кухней зарубежных государств. В рамках фестиваля наряду с другими странами был представлен национальный уголок Таджикистана, где были выставлены образцы богатого народного творчества, в том числе сюзяне, традиционная вышивка, сувенирные изделия из керамики и дерева, камни, самоцветы Таджикистана, а также печатные материалы о туристическом потенциале страны. В другой части экспозиции был накрыт таджикский дастархан с национальными блюдами. В Душанбе на базе общеобразовательной школы номер 19 стартовал обучающий семинар для временных сотрудников экзаменационных центров. Организатором выступил Национальный центр тестирования при президенте Республики Таджикистан. Все подробности репортажа моих коллег. Главная цель курсов – подготовка временного персонала, который будет задействован в проведении экзаменов в качестве руководителей центров, их помощников и администраторов. В открытии приняли участие руководство Национального центра тестирования и профильные специалисты. Обращаясь к участникам, организаторы подчеркнули особую значимость централизованных вступительных экзаменов в колледжи и вузы страны в 2026 году. Было отмечено, что обеспечение полной прозрачности, справедливости и жесткого пересечения любых коррупционных проявлений напрямую зависит от ответственности и профессионализма каждого сотрудника. Обучающие сессии продлятся до 13 июня и охватят 22 города и района республики.
Конкурс на получение этих временных вакансий был высоким. Заявки подали более 4000 соискателей. После тщательного отбора к обучению допустили 3765 кандидатов. По итогам финального отбора 2600 лучших специалистов будут утверждены на должности руководителей экзаменационных центров и их ассистентов, администраторов и регистраторов. Для подготовки персонала по всей стране привлечены 35 ведущих специалистов головного офиса Национального центра тестирования и 68 квалифицированных тренеров. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Не прощаемся с вами, оставайтесь с нами, приятных новостей и до встречи.